Всем привет. Так, как мне тут пройти-то? Вот можно в обход пойти. В обход. Посюда, смотрите, ползти можно, свалиться, да и тут. А мы сейчас вот так вот пойдем. Ну, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Что, сегодня пятница? Пятница. Пятница-развратница, да? Так говорят. Ну, впереди 2 выходных дня, кто работает в пятидневку. Соответственно, сегодня даже денек бывает покороче рабочий, на часок там и так далее, смотря как в организации, конечно, все это происходит. Ну, поэтому люди, многие в пятницу куда-то намыливаются на выходные. Но у нас еще намыливаться рановато, потому что, с вами видите, снежок, в лесу снежок, соответственно, если только у вас есть дача какая-то, вы, конечно, можете на дачу поехать на выходные и, соответственно, там поработать, набить бочки снегом, если у вас есть бочки на даче, или еще почистить там, посмотреть состояние после зимы. Сегодня 15 апреля, город Якутск. У нас такая облачность небольшая, небольшая облачность. Ну, в целом нормально, хотя, конечно, хотелось бы солнышко хотелось бы, но что теперь сделаешь, если его нету? Ну, это улица Пояркова. Сейчас мы ее будем переходить. Еще ждать надо, ё-моё. 2 человека смотрят уже. Прекрасно. Хотя вот солнышко, в общем-то, выглядывает. Смотрите. Само солнышко. Вон оно. За облаками где-то. Сейчас уже у нас вечереет. 5-й час вечера. А где-то всего лишь 11 дня, да? Или вот как правильно? 11 часов это утро или день уже? Так. Ходим шустро. Надо. Так, я хотел зайти в какой-нибудь сегодня двор. Двор какой-нибудь, в котором еще не был. Давайте вот сюда вот развернемся. И вот здесь вот побродим, походим, покажем вам весенний Якутск, дворы весеннего Якутска. 15 апреля, сами видите, у нас уже местами уже снега, в общем-то, нету никакого, а местами он лежит. Так, это улица у нас Петра Алексеева, 21, дробь 1. Вот эти дома. Ну и давно я тут не ходил в этих местах. Так, а вот это что там, лицей, насколько я знаю, да? Лицей или школа такая. Ну, она оригинально сконструирована в виде такого корабля, если смотреть как-то сверху на него. Ну, школа пользуется вот этой репутацией, потому что там говорят, что уровень преподавания, в общем-то, на уровне. Он находится в центре, поэтому спрос на эту школу достаточно из желающих туда
отправить детей учиться. Так, и как мы тут пролазим, а? Таким вот образом, тихоньку смотрим под ноги. Ну, это вот, наверное, месяцок, потом уже будет сухо у нас все. Я так думаю. Осадков особых мы не ждем, чтобы были какие-то потопы. Ну, вот крыш капает, конечно, с крыш. Видно, кто-то что-то долбит. Какие-то дворники. Так, а как мы здесь пройдем? Мне это интересно. Как мы здесь пройдем? Давайте искать возможность вброда пройти, да? Вот такими местами можно свободно ходить. Да, и вот здесь вот интересно, возле этой школы вот это дерево символ. Вот оно есть. Видно, да? Интересно. Это мы с задней стороны этого здания школы. Давайте пойдем погуляем между дворами сзади ее. Так. Это у нас здесь Петра Алексеева 21/2 дом. 21/2. Тоже, видать, какой-то дробный дом. Смотрите, а тут какие лужи-то, ё-моё. Да, конечно, сложно. Ходить становится с каждым днем. Надо какие-то сапоги резиновые, чтобы можно было попроще как-то передвигаться. Так, тут еще и скользко. О, капает. Представляете? Тут интересно, почему-то в 3 ряда балконы. Обычно по 2, а здесь вот дом 3 ряда балконы. Вот так вот. Так, как мы здесь обойдем? А вот посюда, по правой стороне. Да, но когда вот этот лед подтаивает, он не такой скользкий становится. Вроде бы как, да? Это сегодня с утра было очень коварно. То есть у нас за ночь, естественно, подморозило. Все, а утром падал небольшой снежок, сыпал. Так, смотрите-ка, что там такое у нас с этой стороны. Кто-то что-то выкинул здесь. А тут гаражи. Теплые гаражи. Так, ладно. Так, кресло какое-то детское. Положили такого и забыли. До мусорки не донесли. Так. Давайте почитаем, кто что пишет. Макдональдс. Как всегда, Венеция по весне. Здравствуйте, Макдональдс. Здравствуйте. Надеюсь, что вы смотрите еще. Ну, Венеция, это же здорово. Многие едут вот на море, в Венецию, там бешеные деньги тратят на все эти круизы, туры, там, проживание, питание, там все дорогое такое. А здесь у нас вот, пожалуйста, никуда не надо метаться, прямо в городе. Все это и море, и Венеция, все есть. Так, а это куда я вышел? Это здесь первый раз, честно говоря. Петра Алексеева 21/4 дом. Здесь еще один дом тоже. Интересно. Благотворительный фонд «Кладезь Якутии». Поможем детям Якутии. Вот здесь вот 21/5 находится. Это
Это организация, да? Что-то дом какой-то интересный, на КПДшка, но на первом этаже опять балконов нету, что-то полуобщежитие какое-то, полудом жилой. Вот смотрите, как коварно. Вот так идете, потом бам, и провалились под снег. Так, это я куда здесь вышел-то, а? Куда я здесь вышел? Так, как мне пройти здесь? Смотрите, здесь абсолютно невозможно пройти. Я вижу вот это канал какой-то. И как мне пройти-то, а? Посюда? Давайте сейчас. Нет. Тут грязюха какая, ё-моё. У меня сапог нету, да эти ботинки неохота портить их. Там я вижу какие-то гаражи теплые. Придется на эту сторону идти. Так, тут срубили деревья, вот этот тальник, да? Зачем-то. Так, проходим спокойно. И выходим, вот тут вот канал. Канал. В нем еще, я смотрю, лед. Лед, тут эта труба выходит. Это, видать, какие-то сточные воды. И напротив много-много машин стоит, транспорта. Так. Пойдемте прогуляемся вдоль вот этого канала. Я знаю, зимой-то здесь можно пройти, а вот как вот сейчас, в данное время, я не представляю. Ну, попытаемся. Попытка не пытка. Так что, да, но я не знаю. Это вот тут вообще рискованно довольно идти. Но вон там я вижу мост. До него надо как-то добраться. Но здесь надо вот это перейти. Здесь какой-то забор. И чтобы перейти, подождите, я сейчас закрою и будем с вами двигаться. Так, берусь. И потихоньку. Мне главное вот сюда не улететь. Удачно. Удачно. Так, здесь вижу какой-то забор. Хороший такой, сетка натянута. Сетка рабица, кстати, смотрите. Сетка рабица. Опа. Так, это что там такое? Какие-то здания, я не вижу. Это спортивная площадка. По всей видимости, это школа, да? Это, думаю, предполагаю. Да, точно, школа. Школа, какая-то новая школа. К сожалению, не вижу, что там на табличках нарисовано. Написано, вернее, номер школы. Так, здесь мост, можно вон туда, на улицу Курашова пройти. А можно вот так вот вдоль вот этого. Я же хотел мороженое посмотреть. Мороженое все скушали. Купить сразу килограмм мороженого и наесть все нормально. Не покупать этими маленькими стаканчиками. 50, 60, 70 граммов на живок. Как говорится, давайте прогуляемся. Так, ох, тут распевали, да, товарищи, братья, товарищи. Опс. Ну, в таких вот подворотнях обычно любят прятаться. Группы лиц определенные, чтобы, как говорится, страсть свою, желание утолить, да, так сказать. Прямо на улице-то это они не могут делать, как бы, а вот какой-нибудь, зайдя в подворотню, они могут. Так, это у нас Шевкунова 68. Смотрите. Ну, вот эта улица Шевкунова. Ее сейчас, конечно, нифига не узнать. Ну, если кто-то помнит,
Она была застроена деревянными домами одноэтажными, двухэтажными. А сейчас, естественно, все посносили. Все посносили. И вот понастроили вот такие вот шикардозные. Смотрите, какой шикардозный. О, тут ремикс открыли. С уважением к традициям. Это Алкомаркет. Алкомаркет работает у нас с 2 до 8 часов вечера. Так, здесь Game Zone. Ну, я тут ходил уже не раз. Если кто смотрит постоянно. Ух ты, куда он пытается вырулить. А, там авария, смотрите. Машину как это самое помяло-то, ё-моё. Или ее вывозят оттуда. А, вывозят, наверное, да. Она, видать, зиму простояла, ее вывозят. Так. Напротив вот этот вот дом 16-этажный. Здоровенный, там видно шаурма. Шаурма. И здесь свежие разливные напитки. Вот там вот через дорогу. Тут когда-то на этом месте был пивной завод. Я помню. Пивзавод такое. Здание. А его убрали, снесли. И сейчас вот на этом месте вот возвели вот такую домину. Здесь, по-моему, квартиры от 7 или 10 миллионов. Начиная цены. Так, все, дошел я до магазина, где продают мороженое и разные заморозки. Сластена называется он. Вот. Сластена. Так, и смотрите, чтобы сюда подойти, здесь вот такие вот щиты выложены. Потому что с этой и с этой стороны у нас озеро, моря. Якутское эскимо, кстати, продает. Видали, да? 8 разных вкусов. Переставили. Так. Классическая 279. Клубника. Шоколадная 309. Пломбир 342 стал стоить, да? Пломбир. Подорожало. Как здорово. 79 рублей. Что, мороженое подорожало у вас, да? Да. Да, прилично. У нас сыр 89 рублей 65 граммов. Обалдеть. Заморозки всякие. Да. Особого желания у меня нет. По таким ценам покупать разные заморозки. Замороженные торты даже 600-700 рублей стоит. А это что такое? С брусникой. Ой, брусника китайская, что ли? Ё-моё. Вот что, уже с Китая бруснику возят? 54 рубля. Обалдеть. Ежевика. Сербия 331 рубль. А клубника сколько? Клубника сколько стоит? 300 грамм, 157. А, вот 415 килограмм. Китайская. Такая вот клубника, полубелая, да? Вот брусника китайская. Ну, из Китая бруснику возят. У нас тут брусники вокруг города куча растет. Отъедь, да собирай. Сейчас тем более у многих транспорт. Отъехать куда-то проблем особых нет. За сезон раньше обычно собирали несколько ведер брусники. Ее хватало, в общем-то, даже не на год, а больше. Ну, я обычно
в таком виде морсов, варенья употребляют. Так, ну вот это у нас улица Лермонтова. Тоже все, наверное, знают ее. Здесь куча магазинов. Ой, не магазинов, таких рестораны. Вот какой-то новый даже. Кабан. Женщина на такси играет. Видали, да? Кабан. Паб, ресторан. Кабан. Да, цены растут. Прилично у них мороженое подорожало. Я помню, оно 200 рублей стоило. Даже дешевле. А сейчас уже 340 рублей. Обалдеть. Это что получается рост? Насколько это? Процентов на 70, да? Обалдеть. Обалдеть. Да. Так, здесь у нас только магазин продуктов. Еще тут что-то открыли. Мост какой-то. Это что такое? Бюро переводов. Мост. Бюро переводов. Заключение, прибытие. Это, видать, для гастарбайтеров что-то. РВП, ВНЖ, патент, гражданство, РФ. Понятно. Но это для приезжих, я так понимаю, работников, которые приезжают с дружественных нам государств, бывших республик СССР. Сейчас они стали независимые уже, но все равно. Спрос в их труде составляет, в общем-то, строительство, ремонт и так далее. Они производят, как обычно, как везде. А тут что, вербы нету еще? Нету, да? Нету вербы. Нету вербы. Вот самая такая шумная и пыльная улица. Одна из улиц Лермонтова. Если глянуть на этот теплотрассу, тут сколько на ней пылюги нанесло, а? Поэтому я вот считаю, что маску, когда вы идете вдоль вот такой улицы, надо одевать, чтобы не дышать пылью маску. Так, ну мы давайте еще погуляем вот здесь. Завернем вот в этот околоток. Так, вот здесь вот Ургел, картинная галерея, арт-галерея. А здесь общежитие, здание общежития большое. Мы, кстати, вот оттуда пришли. Если кто смотрит стрим, вон оттуда. И такой круг, получается, сделали. Так, здесь по дороге идти. Вот с той стороны тротуар, что ли? Давайте на ту сторону. Хотя нет, тоже нет тротуара. Да, тут можно вот по этому бордюру идти. Вот так вот. Прямо по нему. Ничего сложного нету. Равновесие держите и идете. Куча транспорта здесь стоит вдоль. Почему-то флажками вот такими все здесь обвешано. Ой, мне лучше посюда идти по дороге. Благо здесь машины не сигают. Так, и получается, это мы выходим. Вот эта школа у нас, да? И как раз ворота, да? Наверное, это место. Так, и сейчас сворачиваем налево в переулочек подворотню.
Смотрите туда. Лестница. Лестница на небеса. Так. Это здание школы. Аккуратное, но новое, кстати. Недавно построено. Кстати, ветерок начинает дуть. Здесь вот это 49/1. Это Лермонтова, да? Или Петра Алексеева. У них здесь двор. Есть площадка для игры футбол, баскетбол, но она вся в снегу. Снег тает. Что там за покрытие? Так. Ух ты, а тут-то как здорово. Вот если надо туда, но посюда только идти, если проходить. Петра Алексеева, 27/1. Так, ну давайте вот сюда, вдоль вот этого дома пройдем. Здесь гаражи, я смотрю, и такая надпись большая. Росоценка. Росоценка. Так, давайте почитаю. Может, кто что написал, а то я уже давно стримлю. Здравствуйте. Все, никто ничего не пишет. Будем просто снимать. Алексеева, 25/1. Дом. Вот. Такой один дом построят, и сразу сколько тут можно квартир. Много людей заселить, да? Чем вот в эти вот старые 5-этажки, 4-этажки. Единственное, что в них, конечно, что двор маленький, и можно транспорт проще поставить. А вот в таких домах, да, больших, машин там у людей много очень. И, соответственно, проблемно все это. Так, а куда я вообще пришел? Я пришел в тупик. Что, неужели здесь нету прохода? Или есть? Вот проход есть. Все. Все, есть проход. Пройдем дальше. Ну как без прохода-то люди должны сделать проход. Кстати, здесь есть такой переход металлический. Нужно туда пойти. Ну, туда не будем ходить. Сюда пойдем. Здесь у нас гаражики. Вот сюда сворачиваем. Сколько здесь мусора-то, а? Что за люди, а? Надо зайти в подворотню и бросать бутылок. Нет, чтобы за собой убрать. Надо нагадить. Так. САО рулит. Что такое САО? Так, это мы куда шли? Вышли. Это, по-моему, мы вышли в район. Точно, да. Вот это колледж. Колледж связи. Да, точно. Колледж связи. Смотрите, здесь дерево прямо спилили, герба здесь на нем. Ну, что делается? Зачем? Мало у нас деревьев. Он чуть не упал сейчас. Здесь чуть не свалился. Здесь скользко, смотрите. И чуть я вот в эту лужу не грохнулся. Надо осторожно ходить. Не дай бог упасть, что-нибудь подвернуть себе. Ногу там, плечо поломать. Еще что-нибудь. Потом на больничный. Лечиться. Лекарства дорогие. Там всякие протезы. Все дорогое. Сотни тысяч стоит. Поэтому надо крайне аккуратно ходить, передвигаться, двигаться. Так, вот. Точно.
Это здание колледжа связи, энергетики, или как он называется, информатики уже. Не пойми, его 100 раз уже переименовывали. Вон там бюст Дудкину, по-моему, первому, одного из руководителей колледжа. Так и все. И вот здесь вот мы видим пустырь вот такое, посреди которого хорошая лужа. Ну, все вот так вот песочком. Ну, ждем, когда все высохнет. Ждем, когда все высохнет. Good food. Смотрите, пицца, пепперони, маргарита, какие-то корн-доги есть, кофе зерновой, 90 рублей 100 миллилитров, американо 200 миллилитров, 70 рублей. Ну, по-моему, цены еще как бы такие божеские, если это у них реальные цены. Гамбургер, вот черный бургер 218 рублей. А вот этот чили ред 259, самый дорогой. А вот самый дешевый 180 рублей. Чикбургер лайт. Или вот фишбургер рыбная, да? Таким образом. Улица Петра Алексеева. Магазин оптовых цен. Атол. Магазин. Новая сим-карта Мегафон за 5 минут. О, реклама шеф-бургер KFC. Смотрите, вот она. Вон видно через дорогу прямо. У нас есть несколько ресторанов в городе KFC. Они работают, насколько я знаю. И сейчас работают. То есть они как-то там по франшизе или короче, работают без проблем. Можно сходить, покушать. Если вы любите курочку там перченую, копченую. Улица Петра Алексеева. Так, давайте мы еще вон туда зайдем. Как здесь свернуться? Каким образом? О, все, беда. Я тут не пройду. Смотрите, что творится. Ладно, давайте обратно идем. Смотрим под ноги. Всякие кочки, бугры, лед и так далее. Куча препятствий. Так, это что такое? Тут региональная программа вместе к активному долголетию 55+. Какая-то акция республиканская проходит. К сожалению, я про нее ничего не знаю. Так, и здесь добро пожаловать в наш колледж. Колледж связи и энергетики имени П.А. Дудкина написано. Баннер связь для тех, кто думает о будущем. Тут, по-моему, IT-специалистов тоже готовят. А IT-специалисты сейчас у нас востребованы. Им даже каким-то вот учащимся или работникам дают отсрочку от призыва, да, как бы какую-то. А, вот здесь вот сквер Борисова есть. До конца скифа. Борисов это был у нас. Работал он в связи одно время. Вот таким образом сделан портрет его. С таких вот точек типа цифры, да? Борисов Александр Ильич. QR-код вот есть. Можете отсканировать, допустим, да, давайте вот так я встану.
сканировать и узнаете информацию. Еще вот фотографии это что? Это город. И там какие-то горы. Но это горы. Это фотомонтаж, конечно, да. И можно вон туда заглядывать, смотрите, и смотреть. Там какие-то картинки есть. А, ну это из жизни, да? Из жизни фотографии. Довольно оригинально, да? Где он работал. Он, кстати, вел канал, по-моему, про охоту, рыбалку, который пользовался довольно, был популярен. Так, все. Идем дальше. Ищем брод. Ну, какой тут запах интересный. Какой-то ванилью пахнет. Ванилью. Так, туда идем. Может, тут кулинарка какая-нибудь. Рядом Туйгун. Туйгун. Продуктовый магазин. А гурме это вот этот скиф, да? Я так понимаю, скиф, вот здесь магазинчик. Вот тут он. Или нет, это Чугунцев. Это другой. Путаю. Машины не ставит. А здесь аптека. А нет, К плюс С обувь из Европы. Вот, смотрите, обувь из Европы продают без проблем. Так, какая-то машина. Так, а тут, смотрите, вот этот домик маленький, магазинчик, его что-то обнесли забором. А, вот он торчит, да? Что там такое случилось? Аварийная ситуация какая-то. Спорт и пивные традиции. Это как так? Спорт и пивные традиции. Это как так? Спорт и пиво. Спортивные трансляции. И причем вот там вот недалеко, по-моему, учебное заведение. Ну, школы нету, но скоро открытие. Оно еще не работает. Понятно. Так. Гудит. Кому он там гудит? Так, давайте сюда свернем теперь. Ну, ё-моё, блин. Так, я вижу, здесь какой-то дом сносят. А, деревянный дом сносят. Смотрите. Ой, ё-моё. Что это он? Да. Здесь вот дом этот сносят. Вроде бы ничего был. 35/2. Но его решили снести. Смотрите. Деревянный дом здесь был. Так, как мы тут пройдем? Так, да? Пройдем. Да, сегодня мне придется обувь мыть. Так, хорошо. Так, а я тут не пройду же, да? Точно. Я куда зашел-то, а? Доброе. Куда меня несет? Здесь забор построили. И вот таким вот образом. А, смогу пройти, да? Смогу. Вот, смотрите, вдоль этого забора. Давайте идем. Опа. Хоп. Так. Стекловата вот утеплена таким образом. Теплотрасса. Так. Так, пролезть вот здесь вот надо как-то бочком, да, я думаю. Ой, блин. Ё-моё. О, смотрите, шуруп какой торчит. Можно зацепиться спиной, курткой от огневого. И все. Куртка. Кстати, смотрите, тут какой-то саморез даже лежит. Кому нужен саморез, приходите, забирайте.
Так, давайте почитаем. Торгована. Здравствуйте, Венеция отдыхает. А если серьезно, вообще вы уже вода кругом. Ну, что хотите, весна же тает. Это, наоборот, радоваться надо. То, что мы перезимовали, и вот, смотрите, капель какая. Ну, конечно, минусы, то, что вот приходится вот искать брод. Вот такие вот переходы. Так, как мне тут? Я не улечу никуда. Ой, блин. Вот люди, которые ходят здесь, они вот положили такой вот. Ой, блин. Меня прямо туда тянет. Успешно. Честно говоря, вот в эту воду погружаться неохота, потому что она непонятно какая. Так, и вот эти дома, их уже сносят точно. Эти деревяшки. Деревяшки. Это вот по Лермонтова, да? Смотрите, в каком состоянии окна заколочены, видать, чтобы никто не лазил из посторонних. Угу. Вот, поснимать их. Вот что-то в историю войдет, да? А то снесут и... Может, кто-то жил в этих домах, помнит Лермонтова 35. Заколочены все. Заколотили, чтобы там не лазили всякие разные. Дети там, бомжи и так далее. Лермонтова 35. Вот. Ну, должны его сносить уже. Все. Строят тут большой-большой высокий дом. И будет там жить. Ух ты. Шприцы. Шприц валялся. Тут у них, смотрите, дворик какой. Вот кресло вот у них, они тут сидели, да, видать. Чай, кофе пили. И вот еще один домик. Такой вот домик. Стекла выбиты. Смотрите. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, как здесь выйти-то, а? Слушайте. Выйти целое дело. Здесь. Дом тоже заколочено. Первые этажи, проход заколочен, чтобы туда, видать, эти не лазили разные типки. Да, правильно сделали. По идее, его надо по-быстренькому снести, но чтобы он тут не маячил и не... Потому что проезжая часть, и вот он в таком виде здесь стоит, отвратно портит виды. Так, все, ладно, выходим. Ух, слушайте, грязи-то я сколько собрал сегодня на обувь. Кошмар просто. Кошмар. Люди, видим, после работы двигаются до дома. А мы вон туда сейчас пойдем. Торговый центр Вавилон. Там куча магазинов каких-то. Я вот не хожу по ним. Все одно и то же продается. Тут собак-то сколько. Видали, да? Одна на привязи, и он трое их. 3 собаки бегают следом. Угу. Так, сколько нам? 11 секунд осталось ждать. И мы перейдем. 5, 4, 3, 2, 1. Пошли. Так, опять тут лужи небольшие. Но эта дорога, она еще более-менее нормальная. Недавно ее сделали, естественно. Но тоже уже буграми немножко пошла. Буграми вот на переходах, на перекрестках. Потому что поток интенсивный. Так, вот еще у нас вкусняшки. Алва, цукаты, финики, изюм. Вон там у них продаются всякие разные
И цены, конечно, за 100 грамм, да, 250, 200 рублей. Угу, хорошие, 150. Обалдеть. Торговый центр Вавилон. Туда не буду заходить. Вот эта лавка здесь стоит. Местные продукции торгуют продуктами. Мясо, рыба, куры, полуфабрикаты, молочная продукция. Колбаса польская, 780 рублей килограмм. Так, молоко Марха 95 рублей литр. Так, свинина местная 395. Брусника 230 полкило. Клюква 350 полкило. Клубника полкило 200 рублей. Петруха, пельмени. Ух ты, даже есть китайские пельмени. Вы представляете? Первый раз вижу. Китайские 295 рублей. Это вот такая вот порция 450 граммов. Это дороговато, конечно. Ну и улица Петра Алексеева. Здесь напротив Якутский медколледж. Готовят медработников среднего звена. Мединститут у нас еще есть, где СВФУ, там уже врачей, соответственно. Ну, видим, что людей на велосипедах все больше и больше ездит. Куча разных магазинов. Если у вас есть деньги, можете пройти, их потратить. О, здесь все остановку сделали напротив. Странно, это что-то люди стоят. Обычно там же остановка была, вон там дальше. Магазин для ваших совершенств. Для вашего совершенства. Это золотая чаша. Что только не придумают. Ну и здесь вот мы выходим. Вот это вот магазин. Он Сардана, да? Он был раньше продуктовый на первом этаже. Вот там здание Хрущевки. Так, как мы здесь, чтобы меня не переехали. Да, пробка, конечно. Дай Боже, смотрите, от перекрестка он до туда идет. Она большая пробка. И вот этот вот магазин. О, тут что-то новенькое. Сейчас мы туда сходим. Открылся, мы открылись. Там был раньше продуктовый магазин. Продуктовый. Ну, продукты продавались, например, гастроном, или как он называется. Там бакалея, виноводочный, соответственно. Вот так он гоняет. Вот такую машину надо вам. И вам вот такие вот дороги ни почем. Вы сможете проезжать их без проблем. Так. Чемпион сервис. Магазин велосипедов. Ремонт и обслуживание даже. Здесь обалдеть. Телефон 26 22 66. Магазин чемпион велосипедов. Давайте зайдем, посмотрим, что там такое. Так, коврик, можно ноги вытянуть, кстати. После этого, после моих похождений. Самое селфи делают. У нас нету селфов, у нас есть. А, уже не такие не выпускают? А тут все российские есть? Фермеры. У нас в основном Клингаи. Это скольки они? В смысле, цена? Да. 18,040, но эта цена сейчас не окончательная, у нас идет. Это минимальная, да, цена? Так. Ну, вот такой, да?
Типа он складной, да? Да, он складной. Вот этот получается 15 850. Вот такой? Да. А Но у него он не даже складной, он не есть, да? складной. Это там сидеть можно, да? Ну, Сзади, дети. типа, Да. типа такой Да, сделан, да. да? Вот по 16400 с классическим багажником. Но они не складные, вот эти три. Мгм. Складная. Да. А на них как запчасти? Это Китай, да? Да. Смотрю, чистый, да? Да, это Феникс, Мингой, ну, китайские. Вообще Мингой, Hot Wolf, которые мы продаем в Мингае, они как бы наиболее распространенные в Китае. Самый, так скажем, массовый продукт люди покупают. Это Wolf, они немножко дороже, 19300, но у них просто покрышка другая. А вот я вижу здесь эти, у него тормоза эти ручные, да? Да. А вот эти задние есть такие, которые вот тут, да? Да, Вот у этого, да? вот на Понятно. них Вот, такой а ножной это тормоз. 19, да? Ножной, да? Вот на этом тоже ножной тормоз. Ага, понятно. Там вот ленточные тормоза, так называемые. Вот. Да, вот здесь вот. Мне просто по запчастям интересует, как вот поломается что-нибудь там сзади, какой-нибудь стулка или подшипник. Так, Куда ну, его? У вас запчасти-то продаются? да. Запчасти продаются. Вот эти по 1850, но вот сейчас действует система скидок, так как магазин недавно открылся, и от этой цены мы отнимаем минус 20% при оплате наличными. Наличными это как? Бумажками, да? Ну да, либо через мобильный банк, либо быстрые платежи, тогда минус 20%. О, отлично. При оплате карты минус 15%. А это уже солиднее. А это уже найдеры. 29 колесо. А, ну это... Вот на таких зимой ездят, да? Зимой-то, чтобы не падать. Зимой вообще Зимой там у нас можно, ездят. в принципе, ездить на таких, но все зависит же от владельца. Обычно те, кто зимой ездит, они меняют масло там. Вот такой 25 тысяч стоит, да? Да. Куча этих. И от него еще минус 20%. Фонарик там даже в комплекте идет, да? Да. Куча всяких прибамбасов в комплекте. Да, бутылочка для воды, крылья, в этой маленькой сумочке там, по-моему, еще инструменты и насос. Вот. Ну, интересует как бы по этим, по запчастям, потому что он как бы ломается же. Видишь, едешь, очень ломается. У нас дороги-то какие там, кучки одни. Ты наедешь на ямку и Здесь вот велосипеды с размерностью 27,5. Колесо размером 27,5. А стандартные классические велосипеды, получается, 26 колесом, они с той стороны. Есть разные. Есть алюминиевые рамы, есть стальные рамы. А вот чтобы легкий был велосипед, видите, какой? Это с алюминиевой рамой получается. Чтобы его это как бы, если ты таскаешь, это чтобы можно было легко. А то есть такая тяжесть, иногда возьмешь он. Да, с алюминиевой рамой. Вот эти может быть, да? Или это тяжелые тоже. Тяжелые. Ну, могу вот так вот выкатить его. А, не, ну, не, я просто боюсь, ориентируюсь. Ой, это тяжелее, ну как ехать, Ну да. то есть иногда перетаскивать приходится на себе, и это вес, ну, примерно они все, да? А вот эти, смотрите, это... Вот эти вот внизу, которые стояли, они, по идее, подростковые, у них колесо 24-е. А вот эти колесо очень большое, 29-е. Я Такие думаю, с нормальные. этой стороны есть 26-е колесо, и там можно посмотреть. И складные, кстати, велосипеды. Вот такие даже есть, да? Это подростковые фэтбайки, есть взрослые фэтбайки. Колеса какие. Да, да, так называемые фэтбайки. Что это слово? От английского слова толстый. Ну, толстый шин. Ну, часто я смотрю, все больше и больше ездят. Да. Ну, они считаются более проходимые по песку, по... Ну да, да, ну, понятное дело. Чем шире колесо, тем проще ехать. Ну да. Джипы есть велосипеды, получается. Вот они, да, и сколько такой? Да, вот они. 32 тысячи, да? Да, но он, наверное, тяжелый еще. О, так его не поднимешь. Да, вот. Попробуйте это. Его можно попробовать.
О, нет, что-то нереально. Ой, блин, бордюры. Это как, знаете, как мопед примерно по весу. Вот здесь классика. Получается, с остальной рамой они потяжелее, конечно, будут. 20 тысяч. О, вот этот, по-моему, да? Нормально. Да, цена начинается примерно 18 400, но минус Ну, они, скидка. я смотрю, примерно все в одну цену, да? Тут стоит. Да. Вот эти только дорогие, но они, понятно, делают. Там много материала. С алюминиевой рамой представлены. А внизу тоже, да? Есть еще количество велосипедов с алюминиевой рамой. Это получается вот эти два, потом вот эти вот перечки. Они с алюминиевой рамой. Ну, попробуйте на вес, да. Ну да, они полегче. Вот, так на прицеле не всегда же это надо будет. Конечно. Асфальтировать. Подъезд. Хорошо, если у вас есть этот гараж какой-то, подъехали, поставили, а так на себе тащить. Вот даже с этим есть, да? Да, с компьютером. Ну, компьютер у нас тоже есть в продаже. А что, зачем им компьютер нужен? Как Просто скорость, считать что ли? время? А, по-моему, часы есть и все. Хватает. А запчасти-то у вас не продаете вы, да? Какой-то определенный запчасти там подходит. Или где-то заказывать может, каталог какой-то, да? Не, ну у вас тут, по-моему, А это уже здесь. немного, да. А, даже самокаты есть, да? Это электрические. Ну. А на них можно ездить? Не запретили их? Ладно. А вот такой купол небольшой, 23, да? Это не электрический, он простой. А, 23 900. Вот эти вот электрические, они уже, конечно, подороже. Максимальная скорость 25 км в час, и у этих двух максимальная скорость 55. Можно вообще какая-то бомба, да? Сколько он вес это держит? Какой? Ну, точно не помню, по-моему, до 80. 80 килограмм? По-моему, человека из-за стола не держит, судя по этим, по раме. Вполне возможно. Просто есть же габаритные люди. 100 тысяч он стоит, да? Да. Такой. Ну, литий подорожал, из которого делают батареи. Аккумулятор, И да? аккумуляторы сейчас очень дорогими стали. Плюс вся электроника и так далее. Да. А он сколько весит? Ой, килограммов 40, да? Да, наверное. Эти, конечно, полегче будут. Вот эти, ну, они тоже тяжелые. Ну, да, понятно. Ладно. Спасибо. Да, конечно. Смотрели. Тут когда-то раньше продуктовый магазин был, я помню. Да. Заходил, а? Сардана, по-моему, да? Сарданы это в давние, еще советские времена. Да, а сейчас их переделали. Ага. Потом был Велайзер, технику Что-то продавали. все подряд, а? Да, потом был Айгуль Ну, продуктовый. я Вот просто сейчас зашел, рынок ага, следит. что-то смотрю, новенькое открыли. Да, Спасибо. конечно, заходите еще. Да. До свидания. Так, короче, посмотрели. Большой довольно перечень велосипедов. Продавец, ассистент, очень такой культурный, вежливый, все рассказал. Да, ну-ка, ну, в основном это все у них с Китая, да, конечно, китайская продукция. Ну, можно найти себе, короче, где-то 15 тысяч такой обычный велик, да еще у них скидки там есть какие-то. Поэтому впереди сезон, лето. Эти
видите, да, какие тут пробки жуткие. Это вот оттуда, да? А вот если бы эти люди пересели бы на велосипеды, да, либо мини, вот эти вот, как там в Таиланде, да, ездят такие, значительно улицы бы разгрузились и меньше было бы пыли, грязи, чище в городе было бы. Конечно, бензиновый двигатель, он очень сильно загрязняет экологию города. А если бы люди пересели на велосипеды, то, во-первых, не меньше пробок бы было, не было пробок. Вот если посмотреть, многие там по одному человеку ездят, по два человека ездят. Удобно, конечно, но за удобство вот приходится платить временем, экологией. Город Якутск, в принципе, небольшой город. Его объехать даже на велосипеде особых проблем. Так, тут что-то грохочет. Там он хозмаркет через дорогу. Так. Ну давай, проходим. Думаю, врубили-то они как громко, а? Елки-палки. Лишь бы только не распознал YouTube эту музыку лицензионную. Здесь куча магазинов, домашнего текстиля, двери России. А здесь с этой стороны Саха Транснефтегаз. Офис у них тут. Ну, вот здесь вот они ходят. Газовики. Здесь офис у них оплаты. Договора заключают. Ну, мы сейчас сюда свернем. Здесь немножко прогуляемся дворами Якутска. Это улица Петра Алексеева идем мы. И вот это вот дом у нас Петра Алексеева. Дай бог памяти. 86. Вот напротив 86. А, нет, это Стадухина, да? Стадухина 86. А это Петра Алексеева. Еще хрущевочки такие компактненькие, аккуратненькие. Ну, я смотрю, здесь сделали им вот такой тротуар из бетона. Что радует. Так, посмотреть комментарии ваши. У нас в Тиксе очень холодно. А, да? Ну, Тиксе на севере. Полгорода будут бухать. Тима, эй, чего молчишь? Да я вот заходил в магазин. Клубника полкило 200 рублей. Да. Здравствуй, Венеция отдыхает. Да. Ку, чего молчишь? Ой, Тима, полгорода будет бухать. А что это будет полгорода бухать-то? У нас в Тиксе очень холодно. Что, заблудился, что ли? Сидишь, орешь. Привет, Тима. Ну и цены накрутили на самокаты. Лучше брать заранее. Осенью, зимой, когда скидки. Да, здесь, конечно, они все это перепродают. Стадухина 86. И вот тут вот дворик вот такой. Так, как мы здесь пройдем, не совсем соображу. Вот здесь вот почта, по-моему, находится. Почта. Это здание. Ох ты, тупик. Все, я в какой-то тупик пришел. Тут куча бычков. Ё-моё. Место курилка. Люди вот так вот выходят, курят, бросают бычки и потом сами себе среду пачкают, мусорят.
Ну, тут смотрите, какой снег. Аж почернел от этой копоти, грязи, которая от машин. Черный снег. Так, обратно мы вышли на улицу Петра Алексеева. Здесь у нас республиканская больница. Вот. Там вот большой комплекс зданий, поэтому скорые здесь часто стигают. И что мы видим? Опять здесь ремикс открыли. А когда-то здесь была, по-моему, парикмахерская. Открыли алкомаркет. Что-то все больше и больше их становится. Петра Алексеева 81. 81. Угловой дом. Так, вот там Почта России. Ремикс с уважением к традициям. Тут больница, и вот прямо рядом с больницей алкомаркет. Причем точка довольно такая активная, удобная для людей. Почта, банк, ой, почта. Давайте зайдем. Здесь также ателье и рестобар. Не заходи. Глянуть, я сейчас что-то выключу. Продуктов что-то нету. Да, почта. И банк там вам, и магазин, и покушать, и чаек можете взять. Все подряд. Так. Так, что я все комментарии прочитал? Все прочитал. Ну вот эта развязка, улица Петра Алексеева, вот эта улица Стадухина. А вот напротив республиканская больница стоит, там комплекс зданий. Ну и здесь вот улица Пирогова. Улица Пирогова. Вот там вот она. Там, кстати, на ней мечеть. Сейчас прогуляемся в том направлении. Кстати, начинает все таять. Вот это то, что за зиму накидали, оно все вылазит наружу. Да. Привет, Тима. Уфа-Сити. Привет, тепло на улице. Да, жара по нашим меркам. В общем, смотрите, все тает. Кругом лужи. Ну, пройти можно без особых проблем, таких каких-то глобальных луж, чтобы все перегородили, такого нету. Так, как мне тут пройти-то, а? Переход, да? Непонятно, переход, не переход. Похоже, это переход. Это знака не выживет. И разметки. Непонятная система здесь. На развязке этой. Почему-то тут раньше был переход вот в этом месте, а теперь переход там к черту знает где. Это как вот здесь перейти? Здесь, вон с той стороны переход есть. И здесь есть переход. А через эту улицу нет. Почему-то. Ну, вот так вот идем. Скоро все потает. Через месяцок уже будет красота у нас. Пока, конечно, вот это время самое такое считается грязное, потому что
весь этот снег, который за зиму он накопился, он начинает таять, и все это вылазит наружу. Так, это что за дом такой интересный, четырехэтажный, сдается в аренду помещение. Там какой-то бир, бокс, бар, пивных напитков. Ну, так много у нас пивных всяких заведений, алкомаркетов. Вот иду, и они только мне одни, по-моему, бросаются. Вот смотрите, вот здесь вот даже дом. Что в этом доме, непонятно что. Но обязательно есть разливные напитки. И не только. И причем вот недалеко, вот там вот мечеть. Мечеть мусульманская. А с этой стороны вот построили вот таких 3 дома красивых, высоких. Смотрите, у них там даже окно такое. Сейчас я подойду поближе, вот так видно, да? Окно с таким орнаментом, узор. И там еще сверху этих зданий такие интересные какие-то конструкции. Так, ладно, давайте подвинемся. Кстати, Озон, пункт выдачи. Озон. Улица Пирогова. Она всегда была вот такая вот расхлябанная, как вы можете посмотреть. Что-то особо внимания не уделяли никогда. Пирогова 9. Блок 2. Вот это, видать, блок 1, там блок 3. 3 блока. Они соединены, эти блоки, между собой. Так, да? Вот такими переходами. И там еще сверху, я смотрю, какая-то сетка. Может, там площадка какая-то или еще что-то. И камеры наблюдения здесь. Вон там на столбе камеры наблюдения. Так. Здесь жилой дом. Жилой дом и вот улица. Участок Пирогова. Сейчас вот в сторону улицы Жарницкого идем. Мечеть. Ну, она лет 5 назад, по-моему, построена. Ой, тут прямо рядом со мной машина проезжает. Так, а как сейчас, вот я, допустим, хочу туда пройти, как мне здесь пройти? Тут автобусы еще ездят. Вот так вот как-то кругами приходится перебираться. Кругами. Кстати, начали вылазить эти из-под снега. Тут, видать, собак выгуливали, что ли, жильцы рядом находящихся домов. И вот тут вот оно все потаяло, и сейчас вот это все здесь видно. Становится видно. Еще тут бычки. О, это что такое? Господи. Ух. Что за ужас. Пирогова 7. Ай, кошмар какой. Зато я вижу вот там, вот как он стегает, а? Гараж двухэтажный. С заездом, вон видно. Гараж двухэтажный с заездом. Продукты, овощи. И мечеть. Мусульманская мечеть. Она была изначально такая небольшая, здесь построена, а потом ее снесли и на месте вот с 2 минаретами построили. Вот такая зона. Так. Напротив вот этого здания какого-то общежития. Так, здесь еще плохо, то что идешь по этому
тротуар, не тротуар, это что-то непонятно. И машины, вот они стягают рядом. Могут, если лужа, окатить грязью, что не есть хорошо. Так, давайте-ка мы сейчас сиганем в какой-нибудь дворик сюда вот налево. Занырнем. Так, это дом 5/1 Пирогова. Общежитие или что это такое, я даже не знаю. Ну и здесь вот у нас дворик, он весь, вся дорога раздолбана. Естественно, когда-то здесь были, в принципе, дорога была как бы асфальтированная, но она пришла вот в такое вот состояние за довольно-таки непродолжительное время. Здесь еще, кстати, вот смотрите, есть деревянный сектор, там дома. Подъезд такой вот большой, широкий. Пирогова 1 дом. Как нам здесь пройти? Опять надо брод искать. Так, здесь я смотрю, собаки одинокие ходят. Ой, господи. И вот еще крыши, видать, да, это прямо вот туда. Как они так сделали? Ой. Почему вот прямо под сваей? Что там? Вон еще одна собака. Бьет собаку, вон видно, да? Вот, кстати, опасно ходить, поскольку вот эти деревянные дома, кстати, здесь смотрите, какие сваи, да? Опоры широкие, вот это широкие вот эти вот широкие. Кальвица, улица Кальвица. Вот деревяшечки еще сохранились, вот такие вот винтажные. Первый, второй этаж люди живут. Кстати, у них там двор свой есть. Смотрите, дворик, кладовочки какие-то. Ну что, довольно-таки самобытно. Вот эта вот бочка стоит, это, видать, у них здесь душ летний. Они в эту бочку набирают воды и потом заходят. И летом можно душик. И прохладной водичкой, когда жарко будет в июле, от пыли, грязи очистит. Ну и здесь вот вдоль. Ой, это вот канал. Ух, что собака, смотрите, туда-туда побежала. Вот здесь вот деревянные дома. Смотрите, кстати, у них какая ель здесь шикарная растет. О, ель шикарная растет. И теплые гаражи, вот их тут много. Их здесь много. А здесь у нас получается то, что здесь тут канал. Вот там вот канал. И вот это теплотрасса, это СТЭЦ идет. Теплотрасса. Вот видно здесь, это по улице Свердлова, вот эти дома строятся. Монолитно-каркасные. Железобетонное строительство происходит. Вон видно там. Они заливают что-то, работники какие-то стоят на крыше, что-то делают. То есть полным ходом идет работа, я смотрю. Вот в этом вот корпусе среднем. Ну и тут, если сюда зайти, да, тут, надеюсь, нету собак. Так, вот мы сюда зашли. Вот, тут жилые дома вот эти построены. Два дома, да, жилых дома. Вот это где-то тут офтальмологическая больница должна быть. Ну, глазная вот эта, что ли, или там дальше она. Так, ну я уж сюда не буду ходить. Желания нету. Так, грязь в эту вчухиваться. Тут можно пойти, но тоже не очень хорошо. Гулять. Вот эти вот еще тут ряд домов есть. Вот таких вот деревянных.
Вот так раньше был город Якутск, весь практически в таких домах. Сейчас они уже в основном ветхие, их много снесли уже. Немножко осталось еще. Понемножко. Со временем, конечно, все это снесут. Так, ух, какая здесь лужа. Как мне пройти-то? Ё-моё, ну что, прыгать будет надо? Или так вот проходить посюда? Посюда придется проходить. Я иду и не смотрю, куда иду. Хотя надо смотреть. Слышно. Вот там, видать, это на стройке, где стройка. Какой-то отбойный молоток или что у них. Перфоратор работает. Слышно. Или это с этой стороны? А, это с этой стороны, господи. А какая-то штуковина стоит, которая колотит землю. И что-то здесь пытаются сделать. Я смотрю, здесь горы земли. Вон это. Вот, точно. Это он долбит вот эту траншею. Не знаю для чего, но они долбят ее. Траншею. Что-то, видать, ложить собрались. Прокладывать раз. Или, может быть, вот этот водосток. Так, а как здесь пройти, а? Смотрите, куда я зашел. Я вообще тут не пройду. Не пройду, не проеду. Кстати, вот это вот развязка. Улица Жарницкого, вот там вот. Улица Пирогова. Там улица Кальвица и улица вот эта Свердлова. Вот, сейчас я вам круговой обзор сделаю. Такой вот. Ух ты, а там вон, смотрите, вдалеке тоже дома строят. Вон видно, да? Вдалеке 3 дома одинаковых. И вот там кран строительный видно высокий. Там, кстати, в том направлении находится 17-й квартал. Вот этот всем известный 17-й квартал. 4-й, 5-й, который вот деревянная стройка там, короче, у них. Люди там помои выносят куда-то во двор там такого рода. Ну, идут работы в том районе, я так понимаю. Так, ну и что нам здесь делать? Нам просто ничего другого не остается, как вот по этому бордюру пройти. Благо он хорошо вот так вот выложен. Вот можно вот так вот пройти. Хотя местами он здесь уже как бы начал разрушаться. Но все равно можно пройти. Все равно. Тут хотели какой-то сквер. Ой, блин, чуть я не свалился, а? Чуть я не свалился. Вот на этом месте пустом, да, какой-то сквер хотели открыть. Что-то, но пока ни черта не видно. Когда-то здесь был кинотеатр «Мир». Кто помнит, вот как раз вот на этом самом месте кинотеатр «Мир» деревянный. Там 25 копеек, по-моему, для взрослых билет стоил, 10 копеек для детей в те времена. Ну, вот сюда ходили, смотрели. Интересно было. Так. Сейчас я почитаю ваши комментарии. Я так настолько увлекаюсь съемками. Приходится под ноги смотреть. Кстати, под ноги смотреть, чтобы не грохнуться. Поэтому, ой, смотрите, а тут уже он куда-то закосило его. Так, я смогу здесь пройти? Нет, наверное, так вот придется немножко
таким вот образом. Так, это мы видим сейчас улицу Свердлова. Вот это. И вот эти здания. Я там уже ходил. Там, кстати, такая грязюка жидкая. То есть мне туда вообще не тянет. Идти сейчас абсолютно. Так, вот здесь переход. Давайте перейдем к переходу. Так вот. Так, выйдем на улицу Кальвица и по ней пойдем. Вот еще вам небольшую панорамку. Вот мечеть, Пирогова улица. Улица Жарницкого, вот это вот. И сворачиваем на улицу Кальвица. Улица Кальвица. Канал. Кстати, здесь опасно. Рубильник, смотрите, силовой какой-то выключатель там. Он опасное место. Давайте его пройдем побыстрее. И сейчас мы перейдем вот на эту сторону. Но поскольку вот этой кнопки нету здесь. А, вот же она кнопка, ё-моё. Сейчас нажмем. Нажмем, он вообще работает, нет? Так. Да, все, переходим. Давайте переходим. Я вот не вижу. Так. Сейчас почитаю комментарии. Тут много мне написали, да. Давайте сейчас почитаю комментарии. Уфа-Сити, привет, тепло на улице. Да, у нас в Уфе вчера было плюс 23. Ну, вообще здоровски у вас, да. Но опять жарко, вот опять нехорошо. У нас-то так еще вот ходишь, гуляешь, и нормально. Да, неудобно сделали переход в Макдональдс. Ну да. Уфа-Сити, у вас по Якутску везде сеть хорошо ловит, связь, интернет, мобильный. Да, вроде бы особо не жаловался, да, вроде бы как у меня Йота, и в принципе нормально. Люди обалдели, не убирают ничего за псинами своими и сами гадят. Результат развала СССР и дебили населения. Ну, что-то есть в этом, да. Надо с себя начинать, конечно. Вот этот мусор, все собаки, вот это все. Человейники настроили, дорогу заасфальтировать типа не могут. Ну да, не могут. Деньги на все надо. Много алкомаркет для того, чтобы народ спивался все больше и больше. Не, ну знаете, об этом не думают, что спивается. Просто это доходы. Кто-то получает доходы, соответственно. Так. Что в Краснодаре, район музыкальный российский, что в Якутске, не особо вокруг новостроек дороги делают. Причем Ситро. Ситро? А, в киоске Ситро, я даже не знаю. Ситро это вот напиток. Но я не знаю, сейчас подорожало. Вот эти вот напитки все, газировки подорожали. У нас очень здорово. У нас Кока-Кола 2-литровая что-то в пределах 190 рублей стоит. Рубильник не трогай. Ну, естественно. Зачем я его буду трогать? Он тут какой-то несколько киловатт, наверное, как раз киловольт напряжения как раз под этими проводами. Лучше уйти от них. И здесь еще линия, смотрите, высоковольтная линия. Вот такая вот эта с ГРЭСа идет. Тут вообще напряжение жуткое, я так думаю. Сейчас мы вот как раз и под этой линией пойдем. А с этой стороны здесь вот такие вот еще деревяшечки. Кстати, у нас, смотрите, верба. Верба. Видно? Верба пошла уже. В Якутске тепло. Верба. Тут, кстати, деревяшки с балконами такими прикольные. Когда-то, конечно, тут жить было супер-пупер, но со временем эти дома деревянные покосились все.
В основном процентов 90, конечно, уже. Так, а вот это что такое? Кафе Хрустик. Какой-то дискаунтер там еще. Так, а вот тут можно, по-моему, пройти вдоль. Вот здесь вот такой дворик. Сейчас типичный дворик такой покажу. Вам здесь гаражи. Лишь бы тут на меня только собачки не выскочили. Такие вот. Ух ты. Слушайте, у меня предупреждение 2%. Вот здесь я ходил, снимал уже когда-то. В общем-то. Вот такой домик здесь. Симпатичный, деревянный. Еще более-менее так сохранился. 2% мне показывает заряд. Так что скоро я отключусь. Просто потому что у меня батарейка уже разрядилась. Кальвица 32. Да, 2%. Ну ладно, пока он не пока снимает, я пока не прекращу. Ух ты, тут какая-то труба. Что он выкачивает воду, похоже. Тут можно еще пройти, смотрите. Типа тротуара и шиповник. Ой, как его тут много. Колючий со всех сторон лезет. Ё-моё. У нас уже в Уфе тоже вербу продают. Отлично. Вовремя. В Крым уже абрикосы во все цветут, персики начинают. Ну здорово, да. Ну там-то тепло, конечно, да. Сейчас вырубиться можно. Пауэрбанк. И не взял я пауэрбанк что-то. Да, я уже давно тут стримлю, уже час 34. Обычно у меня заряда хватает как раз часика на 2. Но у меня 50% было изначально. Так. О, вот это здорово. Еще один алкодискаунтер, больше-меньше. То есть это получается то, что, ну как, чем больше покупаете, тем дешевле. Прямо вот жилой дом здесь. И вышли и набрали себе все-таки вот эти вот сети пивные, алкогольные, они должны быть как-то от людей, чтобы не на видном месте, а как-то. Потому что кому надо, он найдет. А кому не надо, надо с глаз подальше. Оно получается то, что все на виду и глаз приманивает. Еще такие вывески большие. Вот здесь вот дом, такой вот жилой дом. На первом этаже здесь оборудование для кабинет, кафе, баров, ресторанов. Интересный магазин, кстати, редко думаю, такое что-то можно увидеть. А здесь что, детский сад, планета детства. Кальвица 30. Но здесь, смотрите, у них вот так вот все красиво сделано. Тротуарчики, асфальтик. Если вот сюда, то здесь уже такой деревянный дом будет. И он, кстати, смотрите, он как ниже стоит. Это уровень дороги, да, получается. И это вот этот деревянный дом. Смотрите, там даже с этим балкон с балясинами. Вот как раньше жили здесь. Вообще супер-пупер. Вот у них какие-то свои вот эти вот участочки маленькие, тогда палисаднички, что-то они там выращивали. Вот тут шиномонтаж, пожалуйста. Шиномонтаж. Так, сюда сворачиваем.